Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Анна Кириленко, и я являюсь координатором проекта «Устойчивость молодежи к изменению климата» или «Джашил Климат». Я очень рада, что у нас сегодня есть возможность поговорить с вами в рамках этой информационной встречи. И одна из тем, про которую мы сегодня будем говорить, это изменение климата. И действительно, сегодня эта тема становится все более и более актуальной. Именно поэтому сегодня мы проводим информационные встречи совместно с такой важной организацией, как Кыргызпатент. Как я уже стала говорить, этот проект «Устойчивость молодежи к изменению климата» реализуется при поддержке Европейского Союза, за что мы очень благодарны Европейскому Союзу. Он реализуется командой общественных и международных организаций, таких как Норвежское общество охраны природы, Всемирный фонд дикой природы Российской Федерации, экологическое движение «Биом» и общественная организация «Глиб». И основная цель нашего проекта в том, чтобы усилить потенциал молодежи в противодействии к негативным климатическим и экологическим изменениям и усилить его в том числе в контексте достижений целей устойчивого развития. Наш проект, он состоит из трех важных моментов. Во-первых, молодежь и женщины, мы постараемся, чтобы они были максимально активно вовлечены, с одной стороны, в процесс обмена мнениями между заинтересованными сторонами, а с другой стороны, в процесс участия общественности в принятии климатических значимых решений. Второй компонент проекта направлен на то, чтобы интегрировать вопросы изменения климата в систему формального и неформального образования. И третий компонент направлен на то, чтобы максимально ясно показать, каким образом можно адаптироваться к изменению климата на уровне конкретных местных сообществ. Поэтому в рамках проекта будет вестись работа с 6 пилотными сельскими общинами. Сегодня мы много говорим по поводу изменения климата. И действительно, этот вопрос важен не только для Кыргызской республики, но и для мира в целом. И сегодня, возможно, вы многие слышали, что есть такое международное соглашение, которое получило название Парижского соглашения. Основной целью Парижского соглашения является удержание роста температуры средней на планете Земля в пределах 1,5–2 градусов по Цельсию. Казалось бы, это не так много, 1,5 или 2 градуса, рост увеличения температуры на 1,5 или 2 градуса. Но на самом деле уже даже эти градусы способны вызвать огромное количество негативных эффектов в разных секторах общества. Если мы не будем ничего предпринимать сегодня, то рост температуры составит 4–5, а в некоторых областях даже 6 градусов по Цельсию. Особенно это важно для нашей страны и для региона Центральной Азии, потому что Кыргызстан является очень уязвимой страной к изменению климата. В частности, например, мы можем потерять ледники. И в рамках Парижского соглашения все страны взяли на себя обязательства или климатические обещания, которые получили название АНУФ, сокращенно, или определяемые на национальном уровне вклады. Кыргызстан точно так же, являясь частью Парижского соглашения, взял на себя обязательства, с одной стороны, чтобы сократить выбросы парниковых газов и сохранить естественные экосистемы, а с другой стороны, чтобы уже сегодня адаптироваться к последствиям изменения климата. И вот наш национальный документ, как вы видите, состоит из двух важных больших блоков. С одной стороны, это митигация. Митигация – это все то, что это вся та активность, которая направлена на снижение выбросов парниковых газов. А с другой стороны, на то, чтобы климат был управляемым, то есть чтобы сохранить естественные экосистемы, которые способны не только поддерживать, но и создавать климат на планете. И видите, какие сектора сюда входят: энергетика, отходы, сельское хозяйство, промышленность, лес и другие виды землепользования. Также есть второй блок – адаптация. То есть вне зависимости от того, что будет происходить дальше,
Но уже сегодня нам нужно адаптироваться к будущим климатическим изменениям. Нам нужно адаптировать блок-энергетику, нам нужно позаботиться о своем здоровье, позаботиться о том, чтобы сельское хозяйство по-прежнему приносило плоды, и у нас было достаточно продовольствия. Водные ресурсы, лес, биоразнообразие, а также борьба со стихийными бедствиями. Почему я сегодня говорю вам о Парижском соглашении и о наших обязательствах в рамках этого Парижского соглашения? Потому что добиться целей Парижского соглашения невозможно без активного участия всех секторов общества. И в частности, без активного участия вас, дорогие коллеги, нас вместе, молодежи. И я знаю, что уже сегодня очень многие из вас, да, очень много молодых людей реализуют большое количество значимых дел во всех регионах нашей страны. Но, к сожалению, этот вклад остается невидимым. И задача нашего проекта в том числе собрать вот этот вклад, собрать все свидетельства о том, что вы делаете, и представить их не только правительству нашей страны, чтобы этот вклад стал заметен на уровне государства, но и представить его на международном уровне. Возможно, представлять этот вклад поедет кто-то из вас. И это было бы замечательно. Буквально в этом году, осенью, будет большая встреча сторон, международная конференция, посвященная вопросам изменения климата. И вот там будет обсуждаться вопрос о том, а как молодежь принимает участие в этих процессах, а как страны действуют для того, чтобы смягчить последствия изменения климата и не допустить худших изменений. Ну, поэтому мы призываем вас поделиться с нами вашими результатами вашей работы, может быть, где-то идеями, проектами и так далее. Мы сегодня раздадим вам анкеты, в которых попросим вас написать, а что вы делали в контексте охраны окружающей среды и вопросов, связанных с изменением климата. Возможно, какие-то вещи покажутся вам незначительными, но будьте уверены, что каждый, даже самый маленький шаг, это очень важно понимать, что если мы сложим все эти усилия в одну корзину, это будет очень серьезный и большой шаг для страны. Ну вот о чем было бы хорошо сказать, если, конечно, вы это делаете. Возможно, вы реализовывали какие-то практики по повышению энергоэффективности у себя дома или в школе, утепляли, например, или свой университет, или лицей, снижали потери тепла, снижали использование количества электроэнергии. Может быть, вы использовали возобновляемые источники энергии, или тем более, если вы конструировали их сами, обязательно напишите об этом. Возможно, вы точно отдаете приоритет местным продуктам для того, чтобы не везти их откуда-то издалека, из других стран, и тем самым увеличивать экологический след. Говорите об этом, если это ваша осознанная экологическая позиция. Возможно, действительно, с точки зрения вашей экологической позиции, вы пользуетесь очень много велосипедом или троллейбусами. Тоже говорите об этом, пишите. Это может быть ваш индивидуальный вклад. Вы, может быть, сажаете деревья, озеленяете дворы, озеленяете территории школ, вузов и так далее. Тоже обязательно отметьте эти вопросы. Ну вот в качестве примера я хотела бы показать, что в разных регионах нашей страны сегодня используются вот такие солнечные печи, которые позволяют использовать энергию солнца для приготовления еды. При этом это снижает количество используемого топлива, да, такого как уголь, газ и где-то, например, дрова. Что же мы можем делать вместе, и тем более, если вы это делали на уровне разных организаций? С одной стороны, возможно, где-то организована система сортировки мусора или какой-то тип переработки. Может быть, где-то вы даете вещам вторую жизнь, тоже расскажите об этом. Или устанавливаете возобновляемые источники энергии, или озеленяете, как я уже говорила. Может быть, вы проводите курсы или дискус-клубы, какие-то дебаты, КВН. Любая деятельность, связанная с образованием, имеет большое значение. Пишите и об этом. Вот здесь я, видите, представила такой
мне кажется, очень важный для меня пример – это из офиса Гринписа. Там они отдают даром или меняются вещами, которые уже не нужны. Таким образом, они дают возможность вещи прожить не одну жизнь, да, а, возможно, даже и несколько. Вот тоже разные примеры позитивных практик, связанных с капельным орошением. То есть такие практики позволяют экономить воду и таким образом адаптироваться к меняющимся климатическим условиям. Может быть, вы знаете такие практики, может быть, эти практики реализуются у вас в домах или, может быть, в школах. Пишите обязательно об этом. Ну, вот этот пример из города Джалалабад, из лицея, который находится в этом городе. Восстановление лесозащитных полос тоже имеет большое значение, потому что оно помогает сохранять урожай, бороться со стихийными бедствиями и сохранять влагу в почве полей и пастбищ. Вы знаете, что президент Кыргызской республики объявил кампанию, которая называется «Жашыл Мурас». Возможно, вы участвовали в посадке деревьев. Обязательно также пишите об этом. На уровне местных сообществ также может быть большое количество мероприятий, о которых вы, может быть, слышали или участвовали в них сами. С одной стороны, это сохранение лесов, а с другой стороны, восстановление пойменных лесов или сохранение пойменных лесов, создание различного рода микрозаповедников, озеленение населенных пунктов и так далее, управление отходами и многое другое. Пожалуйста, если ваше местное сообщество тоже сделало какой-то серьезный вклад, отметьте это в анкете. Ну и вот в качестве примера я хотела бы привести пример создания микрозаповедника по созданию живой поймы Исыкуля. Это в Исыкульской области ряд энтузиастов объединились для того, чтобы создать микрозаповедник и восстановить пойму в ряде рек в Исыкульской области. Вот хотела бы также обратить внимание на очень значимый факт, что необходимо, например, для того, чтобы сохранить наше озеро в чистоте Исыкуль и его воды в том же первозданном виде, в котором они есть, необходимо сохранить облепиховый щит, да, вокруг Исыкуля. Почему? Потому что он обеспечивает как раз функцию фильтрации воды. И он позволяет сохранить озеро в чистоте, сохранить количество птиц водоплавающих, количество микроорганизмов, насекомых и так далее. Возможно, вы тоже участвовали, с одной стороны, где-то, может быть, в очистке берега Исыкуль, где-то в сохранении пойменных зарослей и облепиховых зарослей тоже. Пишите об этом. Ну и, конечно же, это одна из любимых тем для молодежи – реализация различного рода символических акций. Может быть, у вас тоже были какие-то интересные символические акции? Расскажите об этом, потому что именно они позволяют расширить представления, связанные с изменением климата, вовлечь новых сторонников. Но, опять же, я хотела еще раз подчеркнуть, что не зря эту информационную встречу мы проводим с Кыргызпатентом, потому что, может быть, у вас есть какие-то уникальные ваши идеи, которыми вы бы хотели также поделиться и рассказать о том, что делали именно вы. Мы хотим собрать инициативы и информацию со всех областей нашей страны для того, чтобы подготовить такую карту, на которой все эти инициативы были бы расположены, и каждый, кто захотел, мог бы ознакомиться с ними. Поэтому я приглашаю вас активно и открыто делиться теми результатами, той работой, над которой вы сейчас работаете, или, может быть, которую вы уже реализовали. Поэтому вот сегодня наши коллеги из инициативной группы Жашыл Мун, они представят вам ряд анкет. Обязательно заполните их, особенно если вы представляете молодежную организацию или инициативную группу. Если вы внесли свой вклад в дело защиты окружающей среды и сохранения климата, и если, конечно, вы хотите, чтобы это было учтено на национальном уровне. Обратите внимание, что те, чей вклад будет наиболее интересным и охватит наибольшее количество людей, получат ценные призы. Поэтому делитесь результатами своей работы. И, конечно же, я предлагаю вас принять участие в исследовании, которое
проводится в рамках нашего проекта «Жашыл Климат». И оставайтесь с нами на связи. Обязательно подпишитесь на наши Telegram, Instagram и Facebook каналы и заходите на наш сайт Biome.kg. А я на этом желаю вам активной работы сегодня. С уважением, Анна.